أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Несколько дней начинается Рамазан. Наступает самое благословенное время, самое радостное время для всех мусульман, месяц праздника. Почему праздника? Потому что поклонение, рибадат для мусульман, для истинно верующих – это праздник. Еще более веская причина побольше просить у Аллаха прощения, побольше обращаться к Нему с мольбами, с дуа, совершать поклонение, побольше совершать поклонение, потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ома халактуль джинналь валь инс илля лиябудун». Я не создал человека и джиннов просто так, а создал их для поклонения. Поклонение – это праздник для мусульманина. Это то, что приближает его к Аллаху, потому что самый большой праздник, самое большое счастье у нас – это поклонение Аллаху, быть Его рабом. Рамазан, этот праздник, это месяц медресе, как мы называем, месяц изучения Корана, месяц изучения религии, месяц приближения к Аллаху. Шахру Рамадан, аллади унзиля фихи аль-Кур'ан, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Это месяц Рамазан, чем он благословенен, потому что в этом месяце мы начали ниспосылать Коран для жаждущих истины, для жаждущих приближения к Аллаху, для жаждущих совершать добро, совершать благие дела. И мы утоляем эту жажду поклонением Аллаху. Мы стремимся достичь Его довольства. Кутиба алейкумус сиям. Вам определено, то есть вам вменено в обязанность держать пост, уразу. По-арабски это называется саум, то есть воздержание в переводе. Воздержание от еды, питья и приближения к супругам. Почему эти три вида Аллах Субхану ва Тааля нам говорит, что особенно воздерживайтесь от рассвета до заката солнца, вот от этих первое, то что от этих трех вещей, от этих трех понятий, а да потому что мы занимаемся воспитанием своего нафса, своих низших чувств, эмоций. Все знаем прекрасно хадис Кудси, где Аллах Субхану ва Тааля говорит о том, как Он создал кладезь разума, и кладезь нафса, и кладезь душ. И когда Аллах создал разум, Он призвал его к себе, говоря: подойди. Разум подошел. Отдались от меня, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Разум отдалился. Ты кто и я кто? Спросил Аллах Субхану ва Тааля у разума. Ты мой Господь, я твой раб, сказал разум. После этого Аллах Субхану ва Тааля создал нафс, человеческий нафс, клубок эмоций и чувств. Это тот кладезь, то чувство человека, то состояние человека, которое называемое нафс, которое старается зацепиться в этом мире, старается получить больше в этом мире и как-нибудь отвлечь человека от ахирата, от того, что его ждет в будущем. И Аллах Субхану ва Тааля, когда создал нафс, подозвал его, нафс убежал от него. И когда он говорит: отдались, нафс, от меня, он приблизился к Аллаху. Ты кто и я кто? Спросил Аллах Субхану ва Тааля у нафса. Ты это ты, я это я, сказал нафс. Тогда Аллах Субхану ва Тааля повелел ему 70 тысяч лет голодания, воздержания и воспитывал его голодом и воздержанием. Через 70 тысяч лет Аллах Субхану ва Тааля подозвал, нафс прибежал. Отойди, сказал Аллах Субхану ва Тааля, и нафс отошел. Ты кто и я кто? Спросил Аллах Субхану ва Тааля. Ты мой Господь, я твой раб, сказал нафс. Из этого следует, что нафс
можно воспитывать воздержанием от еды, питья и от страсти к друг другу. Потому что то, что отвлекает человека, это нафс в этом мире. То, что отвлекает человека от богопоклонения, от того, чтобы стать настоящим человеком. И Аллах Субхану целый месяц нам вменил это в обязанность. «Кутиба алейкумус сияму кама кутиба аля алладина мин кабликум», говорит Аллах Субхану ва Тааля. И я вменил вам в обязанность воздерживаться от еды, питья и приближения к супругам, то есть держать уразу, пост целый месяц, так же, как я это вменял в обязанность предыдущим общинам, предыдущим пророкам. И аямам магдудат, говорит Аллах Субхану ва Тааля, в считанные дни. Почему в считанные дни? Аш-шамсу валь-камару бихусбан. И солнце, и луна для вас, для определения времени, сколько вы прожили, сколько вы сделали благих дел, и сколько осталось, потому что средняя продолжительность жизни человека 70-80 лет. И мы точно знаем, что конец-то приближается, конец жизни нашей приближается. Из-за этого Аллах Субхану ва Тааля и в поклонениях дает какие-то определенные цифры, определенные числа, пятикратный намаз, целый месяц воздержания, уразу, и точно определяется закят, от какой суммы, точно определяется фитра, садака, то есть, которые мы должны раздавать беднякам и малоимущим, и тем, которые не имеют ничего за душой, ни копейки. Мы должны помогать. И Аллах Субхану ва Тааля этим говорит, что раз в год, о мои рабы, вы должны воспитывать себя. Ураза воспитывает нафс, помогает нам обуздать свой нафс и управлять этим нафсом. Без нафса мы бы не прожили, потому что как бы мы, если мы не будем кушать, а нафс требует, чтобы мы кушали. Если мы не будем кушать, пить, то мы просто умрем. Если чувства нафса не будет, чтобы одеваться, мы бы замерзли. Если бы это требование нафса не было к страсти, к шахвату, то мы бы не смогли продолжить род. Да, он в какой-то степени нужен. Аллах Субхану ва Тааля создал. Даже сатану он создал для того, что это нужно нам, для того, чтобы мы знали, где наш враг, какой путь нам нужно избрать, чтобы приблизиться к довольству Аллаха. И что ждет, какие капканы, какая засада ждет нас на пути к приближению Аллаха. Мы должны перебарывать все это, мы должны бороться с этим. И для этого Аллах Субхану ва Тааля сотворил и сатану, и шайтана, и иблиса. Не просто так все это. И точно так же Аллах Субхану ва Тааля создал и нафс человеку. Нафс, постоянная борьба с нафсом. Ураза помогает нам бороться с нафсом, обуздать его, управлять своим нафсом. Если мы начнем управлять своим нафсом, то значит мы достигаем довольства Аллаха Субхану ва Тааля, что обязательно для мусульманина, что мы живем в этом мире только ради довольства Аллаха и поклоняемся, и на вся наша жизнь, и то, что мы живем, и наша смерть, и все то, что мы поклоняемся, все, это только ради лика Аллаха Субхану ва Тааля. Не раздумывая ни о чем. Что же можно делать в уразу во время Рамазана? Самое первое, что можно делать, то это нужно найти себе время, определить себе время, чтобы побольше читать Коран, побольше изучать религию, побольше читать книги, правильные книги. Здесь оговоримся, что нужно читать правильные книги, потому что сегодня информации очень много. И в интернете, и в книгах очень много. Разные люди научились писать, потому что большинство людей, самые меньшие 11 классов образования, умеют писать. В интернете сейчас можно найти, как написать книжку, или просто кто-то переписывает чью-то книгу и говорит от своего имени, или пересказывает, где-то что-то услышал. И мы должны знать, что знания должны быть истинными. Мы знаем, что знание – это не просто так.
Мухаммад, саллаллаху передавал свои знания своим сахабам, а сахабы передавали табигинам. И среди сахабов определились 7 самых крупных ученых сахабов. Умар ибн Хаттаб, Абу Бакр ас-Сиддик, Ибн Дарда, Абдулла ибн Мас'уд и другие. И после этого они передали табигинам. Табигины, в свою очередь, это переварили для нас, для простых людей, чтобы мы могли понимать. Были созданы свои требования к знаниям, были созданы их усуль фикх, и были созданы фуру фикха, то есть как нужно исполнять. Например, то, что Абдулла ибн Мас'уд получил от пророка Мухаммада, саллаллаху, он передал его своему ученику Алкаме. Тот, в свою очередь, передал это Нахари. Если это кладезь знаний был у Абдулла ибн Мас'уда, то он более понятным языком объяснил своему ученику. И тот, в конце концов, передал своему ученику, чтобы он размолол, чтобы собрал этот урожай, который был посеян сахабами для табигинов. И последующий Хаммад довел до такого момента, чтобы можно было его уже исполнять. После этого имам А'зам Абу Ханифа сделал его, распределил его по порядку, как нужно исполнять и как нужно изучать религию. После этого его ученик Абу Юсуф размолол в муку, говоря образно, эти знания. И после этого ученик, второй ученик Мухаммад аш-Шайбани испек из этого знания, которым мы пользуемся и сегодня. И имам Мухаммад Идрис Шафири и другие получили знания от Абу Юсуфа, от Мухаммада аш-Шайбани. И продолжили эти знания, которые были получены от Абу Ханифы, имама А'зама Абу Ханифы. То есть, если мы начинаем изучать, получать знания в этот месяц в Рамазане, мы должны получать правильные знания. Не собирать там, где услышал, тут пересказал, тут перечитал. Нет, они должны быть действительно фундаментальными знаниями. Пусть это будет маленькая информация, маленький илм, маленькие знания, но это должно быть взято из фундаментальных источников, из достоверных источников, которые нам определили ученые Ахлю Сунна валь Джамаат, 4 мазхабов. Побольше читаем Коран, побольше читаем хадисы пророка Мухаммада, саллаллаху, но изучаем фикх, побольше изучаем, потому что все знания из Корана и хадисов собраны в такой науке, которая называется фикх, акаид. Мы должны это изучать. Нам разрешается еще, если мы больны, на некоторое время зайти в баню и попотеть. Что же нам не разрешается во время поста, во время уразы? Это принимать пищу, выпивать воду, приближаться к своим супругам. И то, что нам определил Мухаммад Мустафа, алейхиссалату вассалям, удержание своего языка. Потому что сплетни, айбат, это самое страшное, то есть это духовное разговение будет у человека. То есть он испортит свою уразу, то есть он духовно испортит свою уразу. Да, нам определено 3 вещи, чтобы не принимать пищу, не принимать воду, и не пить воду, и не приближаться к супругам, но самое основное – оберегать свои языки. Если человек по случайности проглотил что-то, что он должен делать? Да, он, конечно, должен продолжить эту уразу. Потому что если это меньше с горошину, которая застряла в зубах, и он проглотил, и это было размером меньше с горошину, то ураза не портится. Если человек проглотил свою слюню, и он проглотил пыль, поднялась пыль, или он как-то учуял запах пищи или благовония, понюхал это, конечно же, не портит уразу. Некоторые по ошибке говорят, что если человек нюхает благовоние, то у него портится ураза.
Портится пост? Нет, конечно. После этого мы говорим, что если человек очень сильно заболел, то можно для того, чтобы его спасти и чтобы избить жар, можно принять укол пенициллин, но все остальные внутримышечные, внутривенные не рекомендуются, потому что это испортит уразу. Некоторые опять-таки разрешают это. Некоторые разрешают купаться в бассейне, в ванне. Но посмотрите, что мы сказали? Что ураза, Рамазан – это тот месяц, пост – это то понятие, которое воспитывает нафс. Если ты решился обуздать свой нафс, дисциплинировать свой нафс, и вдруг ты по зову своего нафса кидаешься в бассейн и начинаешь купаться, говоря, что самое главное, чтобы это через горло не прошло, но в старые времена таких вещей не допускали. Как бы не было жарко, были жаркие месяцы, как сейчас, они никогда не позволяли себе даже опускать руки или ноги в речку или в воду куда-нибудь для того, чтобы себя остудить. Могли просто на голову вылить немножко воды. Или даже доходило до того, что они садились в погребе и чуть-чуть отдыхали от зноя, от жары. Так что же случилось с людьми, которые разрешают сегодня купаться в ванне, купаться в бассейне? Мы же занимаемся воспитанием своего нафса. Если мы воспитываем свой нафс, так зачем же нам еще купаться в бассейне? Куда? Зачем? Когда наступит время ифтара, то пожалуйста. А начиная от того намерения до рассвета и до заката солнца, будь добр, терпи, не подчиняйся своему нафсу. Некоторые сейчас опять-таки говорят, что можно и употреблять и лекарства, таблетки, например, если человек больной. Но извините, опять-таки принцип ислама. «Ин кунтам маридан ау аля сафарин фа'иддатум мин аямил ухар», говорит Аллах Субхану ва Тааля. Если же вы больны, или же если вы в путешествии, то остановитесь. Аллах Субхану ва Тааля говорит, что не наносите себе, своему здоровью вреда. Когда выздоровите, тогда и продолжайте держать уразу, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Инкунта маридан. То же самое некоторые говорят, что я хоть и в путешествии, в сафар у меня, но все равно сейчас же самолеты там сейчас очень так удобно, можно держать уразу. Но Аллах Субхану ва Тааля дает вам милость. Если Аллах Субхану ва Тааля дает милость, говоря, что инкунта маридан ау аля сафарин фа'иддатум мин аямил ухар. То есть, если вы больны или в путешествии, то зачем вы держите уразу? Аллах Субхану ва Тааля вам дает милость, и если мы отказываемся от милости Аллаха, то к чему довольству-то мы стремимся? Мы же должны стремиться к довольству Аллаха. Если человек, некоторые говорят, что можно, если у человека там астма, он может держать уразу и в то же время пользоваться своими этими таблетками или спреями. Но если человек больной, то он может выплатить фидию, откупиться от этого. Если мы выздоровеем после этого, или, пожалуйста, или же диабет. Человеку нужно постоянно принимать инсулин. Если он не примет инсулин, он нанесет вред своему здоровью. Вылечишься, пожалуйста. Если не вылечишься, если это хроническое, то Аллах Субхану ва Тааля дает нам возможность, дает свою милость использовать откупные, называется фидия. И во время Рамазана мы должны воздерживаться от всего того, что может приблизить даже к нарушению уразы поста. Если само приближение к супругам нарушает уразу, то мы должны стараться отдаляться от того, чтобы приблизиться даже через речи, через разговоры, через шутки или через какие-то взгляды. Должны удерживаться, должны воздерживаться, должны оберегать свои глаза, свои уши, свои языки в этот момент. Но это единственный месяц в году.
Зачем же еще придумывать себе и облегчать то, что Аллах Субхану ва Тааля прочертил, то, что Мухаммад ﷺ показал в этом шариате? Зачем же облегчать и зачем же усложнять? Ад-дину матин. Религия, она уже все устоявшаяся. Шариат, он устоявшийся. Это все уже принято. Там есть границы. Тилька худудуллах. Там есть границы, определенные Аллахом. Фафалю бихи биррифк, говорит Мухаммад ﷺ. И будьте серединными, будьте мягкими в границах этого шариата. Как можно больше нужно делать добро в этом месяце, раздавать милостыню, помогать людям и оберегать свои нервы. Нафс еще нам, хотя и шайтаны цепями прикованы в этом месяце, но нафс старается испортить нашу уразу еще чем? Возбуждает наши нервы друг к другу. Аллах Субхану ва Тааля об этом предупреждает, что шайтан или те приспешники шайтана стараются сеять вражду и ненависть между мусульманами. Особенно это выражается в месяц Рамазан, когда человек голодный, когда человек не принимает пищу целый день под солнцем, жара, и у него начинают сдавать нервы. Так что нужно беречь, что бы ни случилось. Даже если вы правы и другой человек не прав, нужно закрыть глаза, уши, прикусить язык и отойти оттуда. Потому что шайтаны сеют споры и гауга, и сеют раздор между мусульманами. И если кто последует за этими спорами и за этими раздорами, и если он вступит в эти раздоры, передряги, в споры или в что-то, джидаль, как он называется по-арабски, гауга, то если он не совладает с собой, он будет рядом с теми, которые на пути язычества, говорит Аллах Субхану ва Тааля в сурате Ан'ам. Мы должны стараться удержать себя, должны оберегать свои нервы, делать больше благих деяний, должны быть спокойными. Мы должны показать в первую очередь себе, своим семьям и окружающим людям, что мусульмане воспитывают свой нафс, они успокаиваются, они держат уразу, читают Коран, они изучают религию, практикуют эту религию, стремятся к довольству Аллаху. И этим они спокойны, особенно в месяц Рамазан. Да благословит Аллах Субхану ва Тааля пророка нашего и приветствует его, и ниспошлет на всех мусульман, на его общину, на нас свою милость и благодать. الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.